нужно постепенно отказаться от приема лучше. Все будет работать и так, но лучше, кто хочет быстро прогрессировать, быстро очищаться, надо прекратить употреблять одурманивающие вещества. Курение, алкоголь в любых его проявлениях, там, наркотики, естественно, и так далее. Почему? Поскольку все эти одурманивающие вещества, если вы помните, они снимают определенные виды защиты. У нас у всех есть тонкий вид защиты. Поэтому вы наверняка замечаете, человек, когда поддаст, разные глупости делает. Пляшет, да, там. Потом на себя, на видео покажите, он такой, о боже мой, как я себя вел. Сначала сидит человек интеллигентный, знаете, как начинается. И потом, как все выглядит. И люди очень такие смешные. Они потом даже смотрят своих семейных вот этих и хохочут. Вот дает. Женщины становятся балеринами, мужчины, так сказать, там, рыцарями или кем-то. Кто кем. У кого что там было скрыто, оно наружу выводит. Поэтому говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного в теле. И на языке, и везде. А почему истина в вине? Ну, это не совсем так. Может, кто-то наркоман говорит, истина в наркотиках. Воры говорят, о чем? А истину в вине напился, и он все проболтал. Вот именно. Точно. Все рассказал, всю истину поведал. Итак, одурманивающие вещества. И также, когда человек превышает норму алкоголя в теле, когда только превышается норма алкоголя в теле, а у всех у нас разная на самом деле норма алкоголя. Почему? Потому что все люди находятся в разных гунах. И даже в таком произведении Бхакти Расамрита Синху такой пример приводится. Человек в гуне благости, когда выпивает, он просто тихо и мирно ложится спать. Человек в гуне страсти веселый и ищет приключения. Особенно, когда впереди будут сексуальные утехи. А человек в гуне невежества, он причиняет беспокойство другим живым существам. Дерется, там всякую гадости говорит, преступления совершает и так далее. И поэтому у всех таких людей разные уровни защитных оболочек тонких. И когда человек выпивает, то он сразу же атакуется тонкими живыми существами. Сразу же атакуется тонкими живыми существами. И алкоголь, как правило, он провоцирует к проявлению гуны страсти. Поэтому человек проблемный для храма. Боится, чтобы находится. Раз молитву тяпну, выход находится. Там рубеж совести более высокий, гуна благости более нравственная, поэтому человек говорит, я не могу, мне неудобно. Это правильно, ему неудобно. Но он хочет что-то сделать, и тогда он берет, пьет для храбрости и делает то, чего в нормальном состоянии считает не очень прилично, не очень тактично, не очень порядочно. Но как только поддаст, все тактично, все прилично и все порядочно. Даже более того. Итак, аюрведы иногда рекомендуют всевозможные столовые лечебные вина. Но их употребление, извините меня, не стаканами, не бутылками, не банками. А чем? Есть такие дозирующие ложечки. Вот как мы говорим, чайная ложка, да, столовая ложка. Вот, да. 3 столовых ложки перед едой. И это лечебное вино, оно делается по определенному рецепту. И оно не превышает, как правило, 5 градусов. Такое легенькое, то есть еще 3 ложечки. И все, и пожалуйста, можешь храбрецом стать, кем угодно, говорить. Через 3 ложечки. Но пищеварение. Итак, мед является носителем благости и ги, и еще даже выше. Но спиртовые растворы, или вот эти растворы, связанные с брожением, окислением и гниением, то есть вот, они все относятся к гуне страсти и гуне невежества. Поэтому говорится, что вот эти как бы прибегать к спиртовым видам лечения, это как бы в гуне страсти. Это даже считается немного как бы с оттенком асури. То есть как бы такое не божественное. Божественные личности, они лечатся молоком, медом, топленым маслом, разных фито, да, травами, мантрами, музыкой,
ароматотерапии и так далее. Они благоприятно излечиваются таким образом. Страсти другие виды лечения и так далее.